клеща подцепил вот на бедро. Опасного насекомого Ален Замалетдинов подцепил в Азнакаевском районе во время каникул. Клеща на теле сына обнаружила мама. Они незамедлительно обратились в травмпункт. Там все обработали, прививку сделали. Мы там посидели минут 15, и потом поехали домой. Все. С начала сезона в Камский детский медицинский центр с укусами клеща обратились уже 16 детей. Насекомых они подцепили на территории Тукаевского, Заинского, Азнакаевского, Кукмарского, Елабужского, Актанышского районов. После изъятия живое насекомое отправляют в лабораторию на исследование, чтобы выяснить, не переносит ли клещ опасную инфекцию. Если, допустим, клещ отпал, умер, не подлежит обследованию, тогда иммуноглобулин против клещевого энцефалита делается. И наблюдается такой ребенок у инфекциониста по месту проживания. У нас иммунизация может провестись, если сроки, прошедшие после присасывания клеща, уже подходят к критическому сроку. Это если 2 или 3 дня прошли, надо иммунизацию проводить сразу. Клеща можно подцепить, гуляя по лесу, в парках и скверах, где много травы. В Автограде на 2 недели раньше положенного приступили к обработке от клещей общественных пространств, в том числе излюбленного места отдыха челнинцев парка Прибрежный. После активного отдыха на природе нужно осмотреть себя с ног до головы. Если вы обнаружили на себе клеща, нельзя извлекать его руками, говорят врачи. Нужно обратиться в травмпункт, где его правильно извлекут и обработают место укуса. Медицинские работники должны зафиксировать укус клеща. После этого человека ставят на учет на 3 недели, 21 день. Он должен находиться под наблюдением. То есть он фактически дома пребывает, либо на работе. Идет ежедневная термометрия. При любом повышении температуры следует уже обратиться в инфекционную больницу. В случае подъема температуры, то есть это уже подозрение на лихорадочную форму клещевого энцефалита. Особенно осторожными следует быть лесничим, работникам лагерей, баз отдыха и дачникам. Им врачи рекомендуют сделать прививки от клещевого энцефалита. Прививаться лучше всего начинать осенью предыдущего года, следующего, за планированием пребывания в лесу, на даче. И повторная прививка осуществляется через месяц-7 месяцев от первоначальной. Но это плановая схема. Есть и экстренный метод вакцинации. Ее можно провести минимум за 3 недели до планируемого выезда на природу. У челнинцев свои методы защиты. В парке хожу, конечно, но закрытая вещь, только так. Вещи закрытые, получается. Прям в траву не заходишь и все. Где трава, стараются не заходить туда. Они же оттуда же цепляются на брюки. Выезжая на природу, специалисты рекомендуют надевать закрытую одежду, наносить специальные спреи и внимательно осматривать себя и животных после прогулки. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны.